Добрый день, участники научно-практической конференции «Шаг в будущее». Меня зовут Неустроев Семен. Разрешите представить доклад по теме изучения особенностей разведения лошадей в условиях верховья. Я учусь в агрошколе, целью которой является воспитание хозяина земли. То есть мы должны уметь обращаться с нашей родной землей, природой, научиться базовым знаниям по животноводству. Актуальность темы. С целью выявления эффективности использования коневодства проводится исследование продуктивности и пути ее увеличения. Все это приводит к изучению зоотехнической характеристики, технологии разведения и кормления якутской породы лошадей в условиях верховья, что является весьма актуальным. Цель исследования. Изучение особенностей разведения лошадей в условиях верховья ПК-рылах путем сравнения данных ориентировки за 6 лет. Задача. По данным балансировки лошадей за 2015-2020 годы вычислить количество и процент кобыл, жеребцов, производителей и молотняка. Объект исследования. Итоги монтировки лошадей. Предмет исследования. Сравнение данных монтировки лошадей. В основной части работы ознакомьтесь по видеозаписи. Цель монтировки. Определение племенной ценности и назначение лошадей на основе комплексной их оценки. Количество жеребцов производителей по классам. Количество кобыл по классам. Классный состав молотняка табуна ПК-рылах. По диаграммам классного состава лошадей можно сделать вывод, что в хозяйстве преобладают лошади класса элита. Анализ структуры табуна. Количество кобыл растет, значит можно ожидать структуру табуна. Мы с руководителем решили сделать анализ данных кобылы 2010 года рождения. Сделав данную работу, я убедился в том, что балансировка лошадей является актуальной проблемой. А изучение данных балансировки отдельно взятой лошади в табунных условиях содержания дало мне наглядную видимость того, как из года в год кобыла растет и может применяться для племенных целей. В результате проведенного исследования мы можем дать следующие рекомендации по балансировке лошадей нашей агрошколы. Основным методом племенной работы является чистопородное разведение, поэтому для определения племенной ценности и назначения лошадей на основе комплексной их оценки надо систематически проводить балансировку. Таким образом, поставленные цели и задачи достигнуты. Надеемся, что наша гипотеза о том, что итоги нашей работы будут применяться в балансировке школьных лошадей, где главным помощником специалиста будут сами учащиеся, войдет в жизнь. Итог нашей работы можно использовать на уроках агрошкол республики при обучении детей практическим навыкам.